сейчас, дамы и господа, позвольте пригласить к микрофону директора Айкальского горно-обогатительного комбината, координатора предприятий компании в поселке Айкал Евгения Владимировича Денисова. Коллеги, всем добрый день. У нас там часто иногда мы слышим, да, что мы десятилетиями работаем, пенсию зарабатываем, добывая алмазы, но по алмазам мы только слышим, видят их по долгу своей работы достаточно очень ограниченное количество людей. Ну, это и понятно, особенности нашего производства. Они такие, что увидеть в природе, да, еще, особенно самого алмаза просто нельзя, там можно стоять сколько угодно на замок кусок, но ты его не посмотришь. И вот сегодня компания РОСА предоставила всем желающим, всем жителям поселка посмотреть, что такое алмазы в природе, что из них получается. Многие из них уникальные, именные, это по факту добычи. Специальной комиссии присваиваются имена этим алмазам в честь каких-то там людей, политических, в том числе деятелей, которые какой-то вклад внесли значимый в республике, стране. И думаю, всем будет интересно посмотреть вот на произведение природы, в том числе, хоть и говорят, что алмаз не то, что говорят, так и есть, он не повторяется, да, стал в природе одним другим. Но тут представлены алмазы, которые наиболее выделяются, что ли, своей морфологией, своим внешним видом. Слово предоставляется главе муниципального образования поселка Айкал Галие Шенцельевне Петровской. Добрый день, дорогие друзья. Ну, в Айкале июль вообще выдался праздничным. Мы отметили День города, профессиональный праздник День алмаздобытчиков. Ну и, конечно, юбилей нашей замечательной компании «Алроса». Сегодня тоже знаковое событие в истории поселка, я считаю, потому что наконец-то наши жители смогут ознакомиться с результатами своего труда и осознать богатство и величие нашей замечательной республики. Ну и, конечно, мы за это должны сказать спасибо нашей замечательной, градообразующей имениннице акционерной компании «Алроса». Мы открываем выставку «Алмазный фонд Алроса». Для участия в церемонии открытия приглашается директор Айкальского горно-обогатительного комбината и глава муниципального образования поселка Айкал. Уважаемые руководители, прошу вас сделать это единовременно на 3, 2, 1. Ура! Уважаемые гости, уважаемые участники, выставка «Алмазный фонд Алроса» объявляется открытой. Всем добрый день. Меня зовут Людмила, и в ближайшие 30 минут я буду вашим проводником в мир прекрасного. Несколько слов о регламенте и правилах для посетителей алмазного фонда «Алроса». Наша экскурсия продлится 30 минут. Ну что же, мы все в сборе, и мы начинаем. Я приглашаю вас окунуться в удивительный мир алмазов, бриллиантов и произведений ювелирного искусства. Представляю вашему вниманию алмазный фонд «Алроса». Пожалуйста, следуйте.
алмазы, добывающие области России. Проходите. В этом зале представлена уникальная коллекция редких алмазов, добытых в разные годы на месторождениях Алроса, а также бриллиантов и украшений, созданных огранщиками и ювелирами компании. Итак, что же такое алмаз? Алмаз – это минерал, особая модификация чистого углерода. Это удивительное творение природы, которое обладает целым рядом уникальных качеств. Алмаз является самым твердым, известным камнем в природе. Его практически невозможно поцарапать, разве что другим алмазом. Это связано с особенностями его кристаллической решетки. Связи между атомами углерода очень прочны. Но истинную ценность представляют собой природные алмазы ювелирного качества, те из которых создаются восхитительные бриллианты. Их ценят не за блеск и не за твердость, а за уникальность истории, которая стоит за каждым из них. В природе вы не найдете даже двух одинаковых алмазов и, соответственно, бриллиантов. Каждый из них уникален и неповторим по форме, весу, цвету, а также качеству. Вы, скорее всего, знаете, что единого мнения относительно того, как именно рождаются алмазы, среди ученых до сих пор нет. Но, по мнению большинства, они формировались в земной мантии на глубине до 200 километров при температуре, достигающей 1300 градусов по Цельсию, а также под огромным давлением. Чуть позже они были вынесены ближе к поверхности вулканической магмой. Возраст природных алмазов по предварительным оценкам составляет примерно от 100 миллионов до нескольких миллиардов лет. Так что если у вас есть украшения с бриллиантами, то знайте, что бриллиант в вашем украшении, скорее всего, старше динозавра. Больше всего алмазов находится на коренных месторождениях, так называемых кимберлитовых трубках, застывших древних вулканов. Первую кимберлитовую трубку обнаружили в нынешней ЮАР в 60-х годах XIX века. До этого алмазы находили только в россыпи, например, в Индии, Бразилии или Южной Африке. На территории Якутии коренные алмазные месторождения нашли в 50-х годах прошлого столетия. Кстати, искать их там начали именно потому, что геологически Восточная Сибирь и Южная Африка довольно похожи. Также в 80-х годах были обнаружены кимберлитовые трубки в Архангельской области. Сегодня крупнейшими производителями алмазов в мире являются Россия, африканские страны, также идет добыча в Канаде. Заметным производителем на протяжении нескольких десятилетий была Австралия, но крупнейший в мире рудник был закрыт осенью 2020 года. Первым хочу представить вашему вниманию алмаз 25 лет акционерной компании Алроса. Найден на трубке юбилейной в 2017 году. Вес 62,75 карата. Он получил свое имя в честь 25-летия со дня основания акционерной компании Алроса. Она была создана на базе предприятия Дреста Якуталмаз в соответствии с указом президента Российской Федерации. Как известно, алмазодобыча в Якутии ведет свою историю с 1954 года, когда была открыта трубка Зорницы, первое коренное месторождение алмазов на территории СССР. В этом году Алрос отмечает свой уже 30-летний юбилей. Алмаз 100 лет профсоюза в Якутии. Месторождение алмаза Анабара, 2020 год, вес 52,57 карата. Это прозрачный кристалл с желтым оттенком был добыт в 2020 году на месторождении Молота. Он получил свое имя в честь столетия профсоюзного движения Якутии. И это позволило увековечить вклад профсоюза в становление и развитие гражданского общества. Алмаз 300 лет горному и промышленному надзору России. Трубка юбилейная, 2019 год, вес 60,44 карата. Это кристалл переходной формы, октаэдр ромбододеграэдр со стаповидно-занозистой штриховкой. Кристалл прозрачный, имеет небольшой желтоватый оттенок. Первым хочу представить алмаз сокровищницы Республики Саха-Якутия. Найден на трубке юбилейной в 2017 году. Вес 75,30 карата. Имя было выбрано не случайно. В 2017 году исполнилось 25 лет со дня образования сокровищницы Якутии, созданной в целях сохранения достояния республики. Алмаз Кындыкан. Месторождение алмаза Анабара, 2021 год, вес 91,86 карата. Это алмаз желто-коричневого цвета. Он был добыт в 2021 году на одном из рассыпных месторождений в арктической зоне Якутии.
на месторождении алмазы Анабара в Оленегском районе, где проживают коренные северные народы. Поэтому именно он получил свое имя Кындыкан, в честь героини и венского фольклора, которая стала символом стойкости, силы духа, но также самобытной ценности коренных и малочисленных народов Севера, в жизни которых Алроса принимает участие с момента своего создания. Алмаз «Спутник Виль». Месторождение алмаза Анабара. 2021 год. Вес 100,53 карата. Он имеет форму упрощенного октаэдра, а также выраженный светло-желтый цвет. Такие алмазы – настоящее чудо природы. И именно поэтому этот выдающийся кристалл был назван в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом, но сотворенным руками наших ученых. Алмаз Матери России. Трубка юбилейная. 2016 год. Вес 83,59 карата. Он представляет собой кристалл октаэдрической формы, прозрачный, с желтоватым оттенком. Также содержит незначительные графит-сульфидные включения. Здесь представлена коллекция алмазов, которым были присвоены имена видных общественных деятелей республики. Первым хочу представить величественный алмаз Юрий Прокопьев. Найден на трубке юбилейная в 2003 году. Вес 103,30 карата. Это прозрачный октаэдр с едва уловимым желтым оттенком, а также сульфидными включениями. Алмаз был назван в честь Юрия Прокопьева, известного советского партийного и государственного деятеля Республики Саха. Алмаз заслуженный деятель Яковлев Георгий. Трубка юбилейная, 2008 год. Вес 61,90 карата. Его назвали в честь Георгия Яковлева, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Кристалл с желтоватым цветом, имеет форму октаэдра. В периферической зоне у него довольно большая трещина. Также имеет включение пиропа, оливина и сульфидов. Алмаз Галина Данчикова. Трубка юбилейная, 2014 год. Вес 71,43 карата. Назван в честь 60-летнего юбилея представителя правительства Республики Саха-Якутия. Алмаз морфологически представлен октаэдрическим кристаллом с слегка округлыми вершинами и ребрами. Поверхность грани имеет пластинчато-ступенчатую скульптуру. Алмаз президент Михаил Николаев. Трубка юбилейная, 2001 год. Вес 78,51 карата. Алмаз имеет минеральные включения, трещины и нежелтовато-зеленый оттенок. Его ребра и грани овализованы. В 2002 году этой находке было присвоено имя Михаила Ефимовича Николаева, президента Республики Саха-Якутия с 1991 по 2001 год. Исключительного государственного деятеля, много сделавшего для развития алмазодобывающей отрасли и устойчивого роста экономики республики. Фантазия природы проявляется не только в оттенках, формы кристаллов бывают удивительны. В этой витрине представлена коллекция алмазов Алроса необычных форм. Первым хочу представить вашему вниманию алмаз череп. Месторождение Север Алмаз, 2018 год. Вес 24,11 карата. Этот алмаз, добытый в архангельском месторождении Север Алмаз, явственно напоминает череп. Отличается светло-зеленым оттенком, а многочисленные фигуры травления на поверхности образовали два сквозных отверстия треугольной формы, напоминающие глазницы. Алмаз Снежинка. Найден в трубке Нюрбинская в 2019 году. Вес 3 карата. Эксперты сразу обратили на него внимание, он действительно напоминает снежинку, а с формальной точки зрения это циклический двойник с симметричными элементами двойникования. Алмаз с очень интересным названием бублик. Найден на месторождении Север Алмаз в 2021 году. Вес 0,73 карата. Но этот необычный алмаз – упрощенный шпинелевый двойник округлой формы. В центре у него сквозное отверстие в виде шестиугольной формы. Как раз за эту редкую особенность алмаз получил свое имя бублик, и по решению экспертной комиссии по отбору редких алмазов пополнил коллекцию Алроса. Алмаз Акинфеев по центру. Месторождение Север Алмаз, 2018 год. Вес 0,47 карата. Несмотря на скромный размер, эта находка оказалась уникальной. Алмаз, напоминающий футбольный мяч, мир встретил впервые, как раз накануне четвертьфинала чемпионата мира по футболу ФИФА, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева.
Тут также представлена коллекция алмазов необычных форм. Первым хочу вам представить уникальную пару алмаз инь-ян. При просмотре алмазов на приеме эксперт обратил внимание на два алмаза из разных посылок. Два, казалось бы, совсем не похожих камня совершенно неожиданно идеально сложились в один интересный алмаз. Одна часть которого желтая, а другая более темная. Именно за эту редкую особенность этой паре было присвоено имя Ин и Ян. Алмаз Куб, борт 1, трубка Нюрбинская, 2019 год, вес 25,3 карата. Интересная форма заинтересовала экспертов. Он представляет собой темный непрозрачный куб с ярко-желтым прозрачным броском алмаза, выходящим на поверхность. Алмаз борт 1. Трубка удачная, 2001 год. Вес 50,63 карата. Представляет собой обломок ромбододекаэдра. Вы видите, что исходный кристалл раскололся четко пополам. Возможно, скоро найдут его вторую половинку. Представляю вашему вниманию коллекцию алмазов, выдающихся цветокачественных характеристик. Первым хочу представить вашему вниманию уникальный алмаз с названием 2000 лет от Рождества Христова. Найден на трубке юбилейная в 1999 году. Вес камня составил 180,17 карата. Также он отнесен к категории уникальных. Этот бесцветный, с едва уловимым серым оттенком кристалл имеет искаженную форму октаэдра с единичными сульфидными включениями. Это одна из крупнейших находок в истории Алроса. Кристалл получил свое имя благодаря мировой тенденции празднования возникновения христианской религии и отметил своим появлением внушительную дату – 2000 лет от Рождества Христова. Алмаз борт 2. Трубка Айхал, 2018 год, вес 430,56 карата. Это один из крупнейших добытых в Якутии алмазов, причем очевидно, что это обломок большего кристалла, и сложно представить, насколько крупным был исходный алмаз. Алмаз Редж 3 CLD. Трубка удачная, 2013 год, вес 350,52 карата. Примечательно, что при большой массе кристалл сохранил свою форму. Внутри у него большие группы трещин, в том числе и радужные. Алмаз имеет интересный цвет, объединяющий оттенки желтого, зеленого, а также коричневого. При сортировке такой цвет обычно называют разноцветным. Алмаз Анабар. Месторождение алмаза Анабара. 2020 год. Вес 236,25 карата. Специалисты алмаза Анабара, дочернее предприятие Алроса, на месторождении Эбеляк на севере Якутии добыли кристалл насыщенного желто-коричневого цвета. Возраст драгоценного камня по предварительной оценке составляет от 120 до 230 миллионов лет. Это крупнейший цветной алмаз, добытый предприятием группы Алроса за свою 65-летнюю историю алмазодобычи в России. Это коллекция уникальных бриллиантов представления, в которую вошли 3 бриллианта: Жар птица, спектакль, а также призрак розы. Здесь представлены копии этих бриллиантов, единственные копии, которые находятся в этом зале. Но эти камни обладают достаточно уникальными характеристиками, что получили достаточно положительные отзывы зарубежных экспертов. В этой витрине представлен бриллиант Раунд весом 10,26 карата. Как вы видите, алмаз мало похож на искрящийся и блестящий камень, который вы привыкли видеть в магазине. Для того, чтобы он стал таким, нужен профессиональный огранщик, который придаст ему форму. В состав гранитного комплекса Алроса входят 3 предприятия – в Москве, Барнауле и Смоленске. Мастера оценивают, какие бриллианты можно изготовить из конкретного камня. Строят 3D-модели, распиливают алмаз лазером на несколько частей, а затем гранят каждый камень вручную. Мастеру необходимо около 10 лет, чтобы стать профессионалом, а средний опыт работы наших погранщиков более 25 лет. И только филигранная точность способна дать тот самый неповторимый блеск и сияние, который вы видите в каждом камне. Исторически сложилось так, что в СССР требования к качеству бриллиантов были на порядок строже, чем в остальном мире. И только высочайшее качество, никаких компромиссов ради того, чтобы, например, выиграть в массе. Эта культура и традиции сохранились и по сей день. Наши мастера соблюдают идеальные пропорции классической круглой огранки с
57 гранями. Именно наша русская огранка лежит в основе наивысшей оценки качества огранки. Это сочетание идеальных пропорций, идеальной полировки и идеальной симметрии. Цветные бриллианты самые редкие. По мнению ученых, розовые и коричневые тона обусловлены пластинчатой деформацией кристаллической решетки, а желтые – примесью азота. Кстати, именно из-за этого с розовыми алмазами очень сложно работать. Для огранщиков это высший пилотаж. В таких алмазах очень высокий уровень внутренней напряженности. Каждое действие мастера должно быть тщательно выверено, иначе существует очень высокий риск, что кристалл расколется. В витрине представлены цветные бриллианты в ассортименте. Также представляю вашему вниманию бриллиант огранки груша весом 22 карата в крайне интересном цветовом оттенке. И в завершение нашей экскурсии представляю вашему вниманию две витрины, в которых представлены украшения с бриллиантами. В данной витрине располагается коллекция по эскизам фирмы Карла Фаберже. Отдельно здесь можно выделить брошь, которая располагается в углу с использованием жемчуга, бриллиантов и белого золота. Эта брошь создана по эскизу с личной подписью мастера. И в последней витрине уже представлена современная коллекция с бриллиантами. То есть вы можете наглядно представить, как мастера ювелирного дела представляли свои изделия 100 и более лет назад и сейчас. Посетил выставку, большое такое эмоциональное, можно сказать, подъем, гордость, в первую очередь за карьеру юбилейной, так как я являюсь бывшим начальником карьеры юбилейной. Много экземпляров представлено именно алмазов, добытых на карьере юбилейной. Ну, первый раз как бы в таком количестве наблюдаю воочию, как сказать, труды своего коллектива, и прям эмоции переполняют мое, даже теряюсь в словах.